Ребята, всем привет! Выбрался на малую реку, значит, это правый приток реки Мокша. Хочу попробовать первый раз в этом сезоне поймать головля, ну или хотя бы увидеть поклевку. Из машины еще не выходил, какая там обстановка на этой речке еще пока не совсем понятна. Хочу вот попробовать. Погода прекрасная. Солнышко вот уже прям светит в глаз. Сколько времени? Время 7 час утра. Поэтому не будем затягивать. Сейчас соберу снасти и пойдем посмотрим, активен тут голавль или нет. Но очень хочется увидеть поклевку. В прошлом и в позапрошлом году я здесь бывал. Голавль здесь поклевывал. Не крупный, но тем не менее был. Поэтому соскучился после зимы по головлю. Ух, побежали скорее на речку. Ветерок на улице. Река, в принципе, нормальная, короче, вода невысокая. Естественно, летом здесь будет меньше воды, а сейчас вообще самое то. Цветет черемуха, поют птички, красотища. Поставил пока риджика, попробуем на него, а потом будем менять приманки. Ну, погуляем пару часиков по этой реке, может быть, что-нибудь получится у нас. Лепота. Да, в этом году сюда, походу, не знаю, проезжал кто-то, не проезжал, что-то это старая колея или новая, но думаю, навряд ли. Так, ладно, все. Тихо, как говорится. На первом забросе никто не клюнул, слава богу. Хотя... О, есть первая рыба, ребята. А вот и первая рыба. Вот и первая рыба. Небольшая, но это голавль, ребята. Это голавль, блин, черт побери. Первый голавль этого сезона. Вот он какой. Так, я что-то не понял. Это не голавль. Или я забыл, как они выглядят. Черт побери, да. Да, это голавлик маленький. Это маленький голавлик. Красотища. Ребятки, нужно это, как его, отправить фотографию друзьям. Потому что они у меня не смогли поехать в очередной раз на рыбалку. У кого-то там Колым, у кого-то кто-то поехал. Сейчас, подождите, катушку отпущу. Кто-то поехал у меня с фидерами, там с какими-то или что там. А я решил попробовать. И не зря. Смотрите.
Так, давайте его скорее отпускать. Руки трясутся, ребята. Трясутся руки. Блин, не взял тряпочку из машины. Блин, ё-моё. По-моему, это был второй или третий заброс. Так, не поленюсь, наверное, все-таки схожу за тряпочкой. Не люблю, когда руки в рыбе. Риджик, да, вот поставил 46-й. Вот весной, наверное, все-таки в приоритете миножки. Вот, но мы сегодня попробуем разные приманки. Вот, но почему-то захотел рыбалку начать именно вот с этой приманки и не прогадал. Фух, все, я несказанно рад, ребята. Бегу за тряпочкой, чтобы вытирать руки, вдруг еще что-то клюнет. И продолжим с вами рыбалку. Что, возвращаемся на позицию. Взял тряпочку. Миножка у меня тонущая. Немного ее подтвичиваю. Очень не хотелось бы, конечно, зацепить. Вон там палки какие-то торчат. Но место здесь хорошее. Здесь, когда низкий уровень воды, здесь перекат. Каменное дно. Ага, есть. Были поклевки. Сейчас 2 раза ударила рыбка. Но не засеклась. Какая-то маленькая. Здесь отбивается вот струя. Очень хорошее местечко. Здесь стою в низине, и ветер не особо чувствуется. А сейчас, когда к машине шел, ветерок такой. Порывистый как бы дует. Ну, куртку, тем не менее, снял, потому что солнышко жарит. Так, вот этого не хотелось бы, да? Зацеп какой-то там. Да. В воду лезть, ну, очень не хочется. Конечно, не дай бог придется, блин. Блин, хотел взять вейдерсы, но, как говорится, ни хрена не взял. Да что такое? После зимы тяжело что-то делать, вот эти первые забросы. При ловле головля очень важно сделать точный заброс, положить приманку, так скажем, в нужное место. Но нависающие кусты мешают это делать. И ветер, соответственно. Сейчас здесь немножко покидаю и переместимся, погуляем по реке. Ух, ничего себе, где-то прыгнула рыбка. Ух, есть поклевочка. Была поклевочка еще на ребята.
Так, ну что, радует, радует. 3 поклевки уже, вот я его увидел. 1 поимочка. Но рыбка была опять не крупная. Но голавлик есть, и он хочет есть. Так, поменял кучку воблеров. Поклевок больше нет. Здесь поставил чабик. Сейчас им здесь несколько забросов сделаю. Если нет, то пойдем еще выше по течению сходим. Посмотрим, как там дела. Вон туда. И будем уходить. Да, это место нас порадовало одним маленьким голавликом. И было еще 2 поклевочки. Все, пойдемте. Сходим, посмотрим, как дела выше по течению. О, цветочки вон растут. Самое страшное то, что я... Ух, смотрите, что нашел. Ручка от какой-то китайской катушки. Ходят сюда рыбаки-то. Нет, нет. Не обработался я от клещей. Что-то не нашел после зимы дома. А в гараже забыл посмотреть спрей. Обильно полил себя от комаров. Потому что комарики-то нет-нет летают. Хорошо вот ветром их сдувает. Смотрите, какая красота. Красотища. Ну, сейчас попробуем. Здесь еще покидаем. Ну, здесь вот мелко видно. Летом здесь вообще пересохнет. По щиколотку будет. Ну, вот поднялся. Здесь тоже вот место интересное. Когда я здесь был в прошлом году, вода была прозрачная уже. И ловил я головля здесь в приглядку. Ссылочку на это видео оставлю под видео внизу там. Или сверху в подсказках вылезет. Было очень интересно. Сейчас приманку в толще воды я просто-напросто не вижу. Практически. Вот уже ближе к берегу видно. Вода очень мутная. Выше по течению я подниматься не буду. Сейчас вот здесь покидаем. И пойдем вниз. Там есть еще парочку интересных мест. Попробуем там покидать. К сожалению, здесь тоже ничего не клюнуло. Поменял несколько воблерочков, покидал. Ни одного тычка. Возвращаюсь сейчас к машине. Ну, может быть, спустимся туда, на первую точку еще. Сделаем несколько забросов и сходим вниз по течению. Попробуем там покидать. Ребята, камеру выключил. И клюнула какая-то громадная рыба. Уже думаю, сейчас пойду. Но хочется бросать и бросать. И что мы с вами видим? Это пискарь, ребята. В прошлом году, когда вода была прозрачная, я здесь тоже ловил головля. И вот здесь вот пискари нападали на мои воблеры громадной стаей. Но поймать мне их не удалось. А сейчас, пожалуйста, смотрите, пискарь клюнул.
Куда он там отвалился? Как бы в воду не упасть, ребят. Опа. Убежал он в воду? Нет, что-то не вижу. А, все, вон, свалился. Пескаря на спиннинг я поймал первый раз в жизни. На воблер. У меня есть там кое-что в багажнике. Я думаю, если клевать не будет, возьму кое-что. Но пока даже не доставал. Посмотрим, если клевать не будет, то немножечко порыбачим на кое-что. Пескарь на спиннинг, конечно, это да. Вон туда. Ну, наверное, это был самый храбрый из пескарей. Еще один, что ли? Ёпарасоте. Или кто это? Еще один пескарь, что ли? Смотрите, кто это там. Еще один пескарь подбагрился. Но я чувствовал, что там что-то происходит. Но я думаю, за дно, что ли, цепляется. Смотрите. Пескарь. Ой, пищит. Они там есть и, видимо, может, как-то отгоняют приманку, да? Но первый-то в рот клюнул, а этот подбагрился. Но я чувствовал, что там что-то происходит на том конце шнура. Ну, я имею в виду там под водой. Но не понял. А это пескарики там. Но мы же приехали сюда не за пескарем. Так, все, давайте сейчас сделаю еще один заброс. И пойдем. А еще один, смотрите, блин, нифига себе. Сорвался, что ли? Или сидит, не пойму, что-то там. Сорвался. Еще один пескарь клюнул, блин. Вот это номер.
Да, позабавили они меня. Блин, спустился, короче, я чуть пониже. Ну, с бугра. И что вы думаете? Кто это? Правильно, это пескарик. Опять подбагрился. Но, еще раз повторюсь, в прошлом году я здесь тоже рыбачил по прозрачной воде. И видел, как стая пескарей нападает на мой воблер. Именно в этом месте. Пескарь живет в чистой воде. Вот сейчас... О! Прям есть контакты, короче. Опять сейчас пескарик ударил по приманке. Блин, ну забавное, конечно, занятие с пескарями. А хотелось бы, как говорится, головля. Вот опять, смотрите, что. Смотрите. И в этот раз вот он пытался съесть, что ли, или что-то. Смотрите, опять пескарь. Нифига себе. Да, ну, приманка такая вот, ну, тоже, скажем, такая, ну, ближе, там, может быть, к раске пескаря, и он видит в ней, может быть, какого-то соперника и пытается ее отпугнуть или там, ну, короче, атакует, тем не менее. Ну, что вы на это скажете? Что вы на это скажете? Еще один пескарь. Я, честно говоря, вообще вот в шоке. Ну, я приехал сюда не за рыбой, я приехал на рыбалку. И, как говорится, рад любой поклевке. Даже поклевке пескаря. Да. Уж кого-кого, но пескаря на спиннинг я никогда не ловил. Я хотел его сегодня попробовать поймать, но на кое-что другое. Думаю, если голавль клевать не будет, попробуем кое-что. А тут на воблер клюет. Опять вон атакует. Опять была поклевка сейчас.
Интересное кино. Вот опять. Ну да, по всей видимости, он как-то отгоняет, наверное, воблер. И я чувствую, как вот он бьется. Практически на каждой проводке я чувствую контакт с пескарями. Вот, смотрите, на паузе, вот он опять сидит. Фига себе. Да, видите, он его как-то вот, ну, жабрами, видимо, бьет и подбагривается. Смотрите, какой хороший пескарь. Сегодняшняя рыбалка меня просто удивляет. Забавная тема. Так, где бы мне выбраться? Назад пойдем. Очуметь можно. Пескарь на воблер. Кто бы мог подумать. Хорошее место, но тоже молчит. Походил я где-то час, наверное, по реке, спустился вниз по течению, не увидел ни одной поклевки. Вернулся, где вот пескарь у меня клевал. Половим хотя бы пескаря. Может быть, будет клевать. Смотрите, какой огромадный пескарь клюнул. Сейчас пробовал, ну, кидал чирфулы в другой раскраске и ни одной поклевки. Риджика покидал, нифига не клюет. Поставил чирфула опять вот в этом цвете и на первом же забросе клюнул пескарь. Смотрите, какой красавец. Отпускаем. Совпадение? Не думаю. Да вообще в целом я не думал, что буду ловить здесь пескаря на спиннинг. Думаю, нужно заканчивать. Что? Походил, покидал разные воблеры. Голавль не клюнул. Точнее, клюнул в начале рыбалки, и все. Если бы голавль был бы активен, я думаю, чтобы еще увидели с вами поклевки, поимки. Но, к сожалению, нифига. Ну что, дорогие друзья,
решил я все закончить рыбалку на сегодня. Что хочу сказать. Начало было многообещающее. На первых забросах клюнул голавлик. Это первый голавлик этого сезона 2021. Я несказанно рад, конечно, поимке его. Первый голавлик побывал у меня в руках. Но эта рыбалка была, ну так, чисто баловство, на разведку выехал, просто посмотреть, как дела, чего тут на этой речке, да. Уровень для этой реки еще высокий. Она обмелеет в лето, как бы. Вода мутная. Вот, я думаю, через недельку просветлеет, и может быть здесь будет поинтересней. Ну, посмотрим. Если получится, еще раз сюда выберусь. В принципе, недалеко от дома доеду, может быть, еще покидаю. 3 часика побродил, подышал свежим воздухом. Пахнет всеми красками весны. И черемуха тут, и яблони растут кругом, птички поют, заливаются. Вот. Ну и хотелось бы отметить, конечно, пескаря. Очень необычно, чтобы вот так вот, да еще не то, что там какая-то единичная, а несколько удалось поймать штук, там, я не знаю, штук 5-6, может быть, я не считал. Какие-то рыбки не попали в кадр, я, ну, с выключенной камерой просто ловил. Естественно, все отпустил, мне оно не надо, я приехал не за рыбой, а просто подержать спиннинг в руках. Вот такие пироги. Значит, в прошлые выходные выезжали в Илев на Платник. Честно скажу, больше туда возвращаться желания нет. Дорога разбитая. Там нет дороги, там просто направление. Разбито насмерть все, короче. Ужас. В самой деревне, там в Илеве, такие ямы, как будто вот воронки после взрыва. Вот так вот нырял, выныривал, короче, на машине. Удалось поймать несколько щурков маленьких. Товарищ поймал щуку на 2400. Но рыбалка такая сомнительная там, короче. Ну и погода была еще неважнецкая. И не на каждом озере можно ловить. Вот в чем дело. Там только на Камышовом и на Черном можно ловить. Рыбалка стоит 400 рублей. Больше я туда не поеду, пока там не наладится. Те времена, когда щука клевала там на каждом забросе, давным-давно закончилось. Все там съели. Потом спускали там этот пруд, с которого питается каскад платников, вот этих там остальных, несколько раз там, ну, убили, короче, все, на мой взгляд. Не знаю, там, насчет карася, там, карпа и всего остального, может быть, но мне эта рыбалка, ну, что-то неинтересно. Вот такие пироги, ребята. Снял зуд, побросал приманки. Кстати, да, попытался здесь на поплапопер половить. Ну, эта приманка не для этих, конечно, мест. Здесь течение, и опарыша поднимала, он телюпался там наверху, но тем не менее удалось поймать несколько плотвичек, но я это даже снимать не стал. Вот, на поплапопер, я думаю, половим где-нибудь в другом месте. Все, всем до свидания, всем бобра, увидимся в следующий раз. Пока-пока.